леса жил бедный дровосек со своей женой и двумя детьми. Мальчика звали Гензель, а девочку Гретель. Жили они впроголодь. И вот однажды в землях наступила такая дороговизна, что не на что даже куска хлеба было купить на пропитание. И вот однажды вечером лежит дровосек, одолевают его думы тяжелые, и говорит он жене: Что ж теперь с нами будет, жена? Как же нам моих бедных детей прокормить? Что с нами теперь будет-то? А знаешь что? Давай-ка пораньше утром, только начнет светать, заведем их в лес, разведем им костер, дадим каждому по куску хлеба, а сами идем на работу. Дороги домой они не найдут, вот мы от них избавимся. Нет, жена. Своих бедных детей в лесу бросить не смогу. Дикие звери там сожрут. Эх, простофиля ты! Что ж нам теперь вчетвером с голоду помирать? Гробы сколачивать? И она донимала его до тех пор, пока он с ней не согласился. Все-таки жалко мне моих бедных детей. Дети от голода не могли уснуть и слыхали все, что говорила мачеха отцу. Залилась Гретель горькими слезами и говорит Гензелю: Нам же теперь пропадать придется. Не плачь, Гретель, не горюй, я уж что-нибудь да придумаю. И вот, когда родители уснули, он встал, надел свою курточку, отворил дверь в сени и тихонько выбрался на улицу. На ту пору ярко светила луна, и белые камешки, лежавшие перед избушкой, блестели, словно груды серебряных монет. Гензель нагнулся и набил ими полный карман. Потом вернулся он домой и говорит Гретель: Утешься, милая сестрица, спи себе спокойно, Господь нас не оставит. И с этими словами он снова улегся в постель. Только стало светать, еще и солнышко не всходило, а мачеха уже подошла и стала будить детей. Эй, вы, лежебоки, просыпайтесь-ка, вставайте. Ну-ка, вставайте. Собирайтесь-ка с нами в лес за дрова. Давайте. Так, это вам на обед. Вы смотрите, раньше времени не съешьте, больше не будет. Все, собирайтесь, мы вас ждем. Гретель спрятала хлеб в свой передник, ведь у Гензеля карман был полон камней. И они собрались идти вместе в лес. Прошли они немного. Вдруг Гензель остановился, оглянулся назад, посмотрел на избушку. Так он все время оглядывался назад и останавливался. А отец ему говорит: Гензель, что ты все отстаешь? Давай поскорее, а то отстанешь. Ах, батюшка, я все смотрю на свою белую кошечку. Вон, сидит она на крыше, будто хочет сказать мне прощай. Эх, дурачок ты, вовсе это не твоя кошечка. Это утреннее солнце на трубе. Вот вошли они в самую чащу леса. Вот вошли они в самую чащу леса. А отец и говорит: Ну, детишки, собирайте хвост, я вам костер разведу, чтобы вы не озябли. Гензель и Гретель собрали целую кучу хвороста. Разожгли костер. Когда пламя хорошо разгорелось, мачеха говорит: Ну, детки, а теперь садитесь и отдохните, как следует. Мы с отцом пойдем дрова рубить. Как только закончим, вернемся за вами и пойдем домой. Все. Сели Гензель и Гретель у костра.
И когда наступил полдень, каждый из них съел по кусочку хлеба. Они все время слышали стук топора и думали, что их отец где-то поблизости. Но то был совсем не стук топора, а чурбана, который привязал дровосек к сухому дереву. И он, раскачиваясь под ветром, стучал о ствол. Долго сидели они так у костра. От усталости стали у них глаза закрываться. И они крепко-крепко уснули. А когда проснулись, была уже глухая ночь. Заплакала Гретель и говорит: Как же нам теперь выбраться из лесу? Погоди маленько. Скоро луна взойдет, и тогда мы уж найдем дорогу домой. Когда взошла луна, взял Гензель сестрицу за руку и пошел от камешка к камешку. А сверкали они, словно новые серебряные денежки, и указывали детям путь-дорогу. Они шли всю ночь напролет и подошли на рассвете к отцовской избушке. Они постучались, мачеха открыла им дверь. Видит она, что это Гензель и Гретель, и говорит: Ах, вы скверные дети! Неужто так долго спали в лесу? Думали, совсем не вернетесь? А вскоре опять наступили голод и нужда. Услыхали дети, как мачеха ночью говорит отцу: Ничего съестного уже не осталось. Полкраюхи хлеба, так и с голоду скоро помрем. Надо нам от детей избавиться. Давай заведем их в лес подальше, так чтобы они дороги домой не нашли. Другого варианта у нас нету. Уж лучше я с ними последним куском хлеба поделюсь. Не смей так говорить. Один раз согласился, отступать некуда. Веди в лес. Дети еще не спали и слышали весь разговор. И только родители уснули, поднялся Гензель опять и хотел было выйти из дома, чтобы собрать камешки, как и в прошлый раз. Но мачеха заперла дверь, и Гензель выбраться из хижины не смог. Не переживай, Гретель. Спи спокойно. Уж Бог нам как-нибудь да поможет. Ранним утром пришла мачеха и подняла детей с постели. Дала им по куску хлеба, он был еще меньше, чем в прошлый раз. По дороге в лес Гензель крошил хлеб в кармане. Все останавливался и бросал хлебные крошки на дорогу. Идите-ка сюда, дед. Садитесь. Отдохните-ка немножко. Мы с отцом к вам вернемся, когда дрова нарубим. И отведем вас домой. Отдыхайте. Когда наступил полдень, поделилась Гретель своим куском хлеба с Гензелем. Ведь он весь свой хлеб раскрошил по дороге. Потом они уснули. Но вот уж и вечер прошел, и никто за бедными детьми не приходил. Гретель, вот скоро взойдет луна, и станут видны хлебные крошки, которые я разбросал по дороге.
Вот зашла луна, и дети отправились в путь-дорогу. Но хлебных крошек не нашли. Тысячи птиц, что летают в лесу и в поле, все их поклевали. Мы уж как-нибудь да найдем дорогу. Но они ее не нашли. Пришлось им идти целую ночь и весь день, с утра и до самого вечера, но выбраться из лесу они не могли. Дети сильно проголодались, ведь они ничего не ели, кроме ягод, которые собирали по пути. Они так устали, что еле-еле передвигали ноги. И вот прилегли они под деревом и уснули. Наступило уже 3-е утро с той поры, как покинули они отцовскую избушку. Пошли они дальше. И шли, пока наконец не добрались до какой-то избушки. Подошли они ближе и видят, что избушка сделана из хлеба, крыша на ней из пряников, а окошки все из прозрачного леденца. Вдруг послышался изнутри чей-то тоненький голосок. Хрум да хрум все под окном. Кто грызет и гложет дом? Это гость чудесный, ветер поднебесный. И, не обращая внимания, они продолжали объедать домик. Вдруг открывается дверь, и выходит оттуда, опираясь на костыль, старая бабка. Гензель и Гретель так ее испугались, что выронили из рук лакомство. Покачала старуха головой и говорит: Ах, милые детки, кто вас сюда привел? Ну, милости просим, заходите в избушку, худо вам тут не будет. Она взяла их обоих за руки и ввела в избушку. Принесла им вкусной еды, молока и оладушков. Стали дети их уплетать один за другим. Потом накрыла она их одеялом. Улеглись Гензель и Гретель и подумали, что попали, должно быть, в рай. Но старуха только притворялась такой доброй, а была она на самом деле злой ведьмой. Если кто попадал к ней в руки, она того убивала, потом варила и съедала. И попались. Ну уж теперь-то им от меня не уйти. И было это для нее праздником. То-то я приготовлю себе лакомое блюдо. Она схватила Гензеля своей костлявой рукой, унесла его в хлев и заперла там. Помогите, помогите! Пусть кричит себе, сколько вздумается! Ничего ему не поможет! Эй, помогите! Спасите! Гретель! Эй! Помогите, Гретель! Вставай, лентяйка! Да притащи мне воды! Свари своему брату что-нибудь вкусное! Вон он сидит в хлебу! Пусть хорошенько откармливается, а уж когда разжиреет, я его съем! Залилась Гретель горькими слезами. Ну, что делать? Пришлось ей исполнить приказание злой ведьмы. И вот были приготовлены для Гензеля самые вкусные блюда.
А Гретель достались одни лишь объедки. Каждое утро пробиралась старуха к маленькому хлеву и говорила: Гензель, протяни ко мне свои пальцы. Я хочу убедиться, насколько ты разжирел. но Гензель протягивал ей косточку. И старуха, у которой были слабые глаза, не могла разглядеть, что это такое. И думала, что то пальцы Гензеля. И удивлялась, отчего это он все не жиреет. Так прошло 4 недели, но Гензель все еще оставался худым. Тут старуха потеряла всякое терпение и ждать больше не захотела. Гретель, пошевеливайся скорей! Ты принеси ко мне воды, мне все равно, жирен ли Гензель или тоща. Завтра я его заколю и сварю. Господи, да помоги же ты нам! Лучше бы нас тогда дикие звери съели, хоть померли бы вместе. Ну нечего хныкать! Теперь тебе ничего не поможет. Сначала мы испечем хлеб. Я уже истопила печь и замесила опару. Ну, полезай в печь, да погляди, хорошенько ли она натоплена. Не пора ли нам хлебы сажать? А как я туда залезу-то? Я не понимаю. Вот глупая гусыня! Посмотри, какое большое устье! Я и то могла бы туда залезть! И Гретель толкнет ведьму, да так, что та очутилась прямо в самой печи. Потом Гретель прикрыла печь железной заслонкой и заперла на задвижку. Ух, как страшно завывала ведьма! А Гретель убежала, и сгорела проклятая ведьма в страшном мучении. Гензель, мы спасены! Старая ведьма погибла! Выскочил Гензель из хлева, словно птица из клетки, когда ей откроют дверку. Как обрадовались они, как кинулись друг другу на шею, как прыгали они от радости. И так как теперь им уже нечего было бояться, то вошли они в ведьмину избушку, а стояли там всюду по углам ларцы с жемчугами и драгоценными каменями. Ну, эти, пожалуй, получше будут наших камушков. Я тоже хочу домой что-то принести. Ну, а теперь бежим поскорее отсюда. Бежим. Вот прошли они так часа 2 и набрели, наконец, на знакомое место, где протекала канава. С тех пор, как бросил дровосек своих детей в лесу, не было у него ни минуты покоя, а жена его померла. Перебрались дети и пошли дальше. Лесом стал все знакомее и знакомее, и они заметили, наконец, издали отцовский дом. Подбежали они и бросились отцу на шею. Раскрыла Гретель свой передник, и посыпались у нее оттуда драгоценные камни, жемчуга, а Гензель доставал их из кармана. И вот, с тех пор не было у них ни нужды, ни голода, и зажили они счастливо, все вместе.